Маждуалса, хамсаногус. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Новый день, утро. Только что помыла посуду, покормила свою семью. Ну, готовила не очень такое интересное что-то, чтобы показывать. Хотя свои ппшные вареники можно было бы и показать. Попробовала сегодня, правда, не по моему меню. Ну, не по меню, которое мне дает админ, но я смотрю разные эти ролики, и мне очень захотелось им вареников именно, а тех обычных нам нельзя. Посмотрела в ютубе ппшные вареники, и у нас в рецепте были сырники. Вот из этого же количества сыра и муки я сварила вареники, и очень мне понравились. Ленивые вареники из творога с рисовой мукой. Так, и почему сегодня скажу, почему подключилась. Ничего такого у меня тоже сегодня нет, хотя у меня и каждый день ничего такого нет, все постоянство, все одно и то же. Но вчера прочитала комментарии, и мне стало просто даже неловко и неудобно, потому что я говорю в ролике, что, наверное, я вам надоела со своей готовкой, и поэтому не снимала. Где мне пишут, что а мы думали, что мы вам надоели, поэтому мне просто стало неудобно. И пишут такие приятные комментарии, и выходят в личку. Просто стало даже, если честно, очень-очень даже неудобно. Поэтому вот так вот постараюсь хотя бы немножко. Вот меня давно просят: Лила, если ты не можешь длинное что-то снимать, ну, мои подруги уже близкие, что, ну, сними несколько минут, ну, там 2 минуты, тут 2 минуты, и свой общий день покажи, потому что действительно интересно. Я даже в группу не заходила на этой неделе. Крайне редко так, иногда могу поздороваться, а иногда даже просто попрощаться, даже не здороваясь, пожелать спокойной ночи, я имею в виду. Потому что, ну, сами знаете, да, вот нет времени. И вот сегодняшний день я с вами вышла на связь. Надеюсь, у вас у всех все хорошо. Всех своих отправила. Дома только я, мама и Дивер. Дивер тоже сейчас отпрашивается. Можно я поеду к сестре. Короче, будем пока я с мамой дома. Ну, попозже приготовлю обед, наверное. Ну, ничего, опять у меня есть, стоят эти желудочки куриные. Наверное, их просто пожарю, скорее всего, на обед, потому что гарнир у меня еще вчерашний остался, макарошки. Просто с луком хорошенечко их обжарю. А сейчас я буду делать пельмени, потому что вчера, как я сказала, приехали племянники мужа, двое их было. Мы пока с ними сидели, и там мне пишут, почему, ну, у вас такой то ли больной вид, то ли уставший вид, что-то такое. Нет, я вчера так хотела спать, потому что, ну, сидишь же с ними, они общаются между собой. И как-то вот от того, что сидишь на месте, хочется спать. А я сейчас в последнее время, как стану на утренний намаз, вообще не ложусь, потому что это получается в 6 часов утра утренний намаз, ну, минут за 15, за 20, за полчаса раньше встаешь, в 5:30, в 5, в принципе, уже четвертый день встаю в 5 утра даже. И уже больше не ложусь, и поэтому, конечно, к вечеру хочется спать. Просто вчера я была уже даже не столько уставшая, сколько сонливая, я хотела спать. Сразу же, действительно, как они ушли, быстро помыла посуду, пошла и легла. Ролик выпустили, и легла и отдохнула, потому что опять снова утро с 5 утра сегодня. Правда, пост сегодня тоже не держу. Не получилось у меня как-то. Хотела, но не получилось. И вот будем сейчас... Я все к чему это веду, что оставалось буквально, вот я вынула из холодильника небольшое мясо, ну, минут на 20, на 15, и то нет, наверное, минут на 5, наверное, осталось налепить пельмешек, но что-то не захотелось. Они зашли, я быстро убрала, поставила в холодильник. Не захотелось снова, хотя не люблю оставлять фарш, ну, приготовленный фарш на завтра. Обычно я его всегда доделываю. Ну, оставила. Сейчас будем лепить пельмени с вами, долепливать, вернее. Сейчас доску положу, камеру опущу, наверное. И вот такие вот дела. На завтрак я отварила, как я сказала, уже своим мальчикам гречку. И маме тоже. А я поела вот этих вот ленивых вареников. Микрофон упал. Очень мне понравились, так что это блюдо у меня будет на заметке. Буду утром готовить ленивые пельмешки. Ой, вареники. А пельмени я хочу действительно начать готовить даже не то, что для себя, сейчас, ладно, уж вспомнила, а даже на продажу, скорее всего, ппшные пельмени, ппшные манты из цельнозерновой муки. Сегодня, правда, не получилось у сына
потому что машина уже у младшего сына, у них там какие-то свои, не знаю, действия. А я говорю, я ему сегодня говорю, я говорю, будешь ехать с работы, купи мне мешок цельнозерновой муки 10-килограммовый. Он говорит, мам, машина у второго будет сегодня, я говорит, не смогу тебе ее купить. Так что, а второй уехал. А может быть, на обед он приедет все равно. Скорее всего, на обед я его пошлю или сама с ним поеду. Он не любит покупать. Второй сын у меня не любит там ходить, что-то покупать, доставать. А старшему хоть что скажи. Он тебе все купит, привезет, и в магазин сходит, и на рынок поедет, хоть что купит. И овощей купит, и фруктов купит. А второй не любитель. Второй повезет тебя куда надо. Но сам ходить по магазинам, что-то покупать не очень-то любит. Купить-то купит, но я знаю, что он это не любит, и я ему это уже не предлагаю. Если я скажу, конечно, он и съездит, и купит, и все сделает. Но своих детей же мы уже знаем, хотя они уже не маленькие дети. Но вот как-то так, друзья. Вот единственное, приедет на обед. Сначала так скажу, может, поедешь, купишь, а если не захочет, то уже поеду сама вместе с ним. Вот так вот. Ну все, сейчас опустим камеру. Так, ну вот сейчас начнем делать пельмешки. Только что еще прочитала комментарии, вы уставшие или грустные. Но я уже объяснила, что и не грустные, и не уставшие, друзья. Просто я хотела вчера спать. Так, представляете, вот это вот мясо я оставила вчера и не наделала. Так, тесто. Ну, мне надо будет еще тесто сделать, еще пельмени сделать. Заказ поступил на 5 килограмм. А у меня нет запаса вообще, даже мант запаса нет. На 5 килограмм пельменей, на 5 килограмм вареников с творогом заказ у меня. А так вообще нужно еще и как бы в заначку, чтобы было. Чтобы любое время, Танзила всегда говорит, мам, чтобы всегда было, любое время сделай, чтобы они были. Приступим к нашим пельмешкам. И представляете, вот это вот мясо я оставила вчера не доделав. Тесто немножко у меня. Отдельно обрезочки. Сейчас все соединю. Как я сказала, не люблю оставлять готовый фарш. Ну, лук добавлен, так это просто мясо. Тесто холодное, надо было чуть-чуть пораньше вынуть. И сейчас тоже пока отключилась, зашла на минуточку в телефон, заодно посмотрела в творческой студии на комментарии, поотвечала. Нет, не отвечала, вру, просто прочитала. Там тоже пишут, что вы уставшие или печальная. Ну, я уже объяснила, что я и не уставшая, и не печальная, что просто хотела спать. Поэтому такая я. Потому что снималась, это уже последний вот. Было уже почти 10 часов вечера. А я, как я сказала, встаю рано. Так, ну что, будем лепить пельмени. Вот такие вот, друзья, дела. Так, сказала Ибрагиму, чтобы он написал, что в группу WhatsApp к Танзиле. В принципе, только, ну, написала, сказала, чтобы он написал, что это больше касается жителей Ингушетии. Окунула. И немножко вот так вот руками. И поехали. Единственный минус в этой тестораскатке, друзья, то, что нет вот обозначений. Я просто для мант сделала вот такой вот, сейчас посмотрю, видно или нет. Вот видите, по-моему, да, видно. Вот это вот я сделала обозначение фломастером, маркером для мант. Ну, чуть-чуть выше оставляю для пельменей и вареников, чтобы знать. А так вот единственный минус этих тестораскатывающих машинок, что
нет, вот я не могу, мне даже многие писали, ну, на сколько миллиметров, на сколько вы ставите. Нет никаких вот обозначений. Вот это самое плохое. И вчера просто я даже, нет, не вчера, позавчера не снимала, но ну, на днях еще раз приготовлю. Ставила лапшерезку, очень двух видов лапшу она делает, прям здорово. Так, ну, как лепить пельмени я, в принципе, наверное, не буду. Как-то немножко, когда все налеплю, покажу вам. Я обычно вот так вот беру и сначала вот поленилась жир, который у меня слишком крупно на терке, говорю, на мясорубке, а так хорошо блендером его пробить, что получается даже, ну, нет этих, ой, больших кружочков. Скорее всего, вот эти сегодняшние я оставлю дома, потому что хоть и в холодильнике с луком, но все равно не то уже, мне кажется. Это мальчики поедят. Не пойдут на продажу. У меня очень любят пацаны пельмешки, особенно Дебрашка, младшенький. Сама я или сегодня, по-моему, говорила по телефону, что самой тоже очень захотелось и пельмешек, и вареников. Ну, про вареники я говорила в ролике. Вот хочу из цельнозерновой муки себе попробовать лепить. И себе, и на продажу. И посмотреть. И как я сказала, и хочу какие-то ППшные блюда еще готовить и посмотреть, будет ли продажа на них. Вернее, будет ли спрос на них. Поэтому смотреть разную продукцию. У нас, правда, в Назрани кафешку открыли ПП питание. Есть уже и люди, которые делают ПП, есть люди, которые делают ПП выпечку и ПП блюда. Ну, посмотрим. В этой жизни надо пробовать все. Ну вот, пока налепила. Представляете, ну буквально даже 3 минут не прошло, я их налепила. Вот надо было, вчера нужно было это сделать, а не сегодня. Вот что значит еще раз подтверждение. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Теперь буду еще замешу тесто заодно. Ну, немножко у меня теста вон осталось. Сделаю фарш. Ну и дальше буду продолжать работать. Где-то до обеда поработаю, полеплю пельмени и вареники. Я надеюсь, это все закончу к обеду. Приготовлю обед, а уже после обеда у меня лук стоит, нужно его перебрать, 3-4 сетки, которые покупала, высыпали мне мальчики в котельне, сегодня переберу этот лук, ну такие работы, короче, у меня, друзья. Так, ну а это вот вчера, что я налепила, они у меня замерзли, сейчас расфасуем.
Ну, наверное, почти 3 килограмма у меня есть. Значит, еще 2 килограмма нужно налепить. Ну, сейчас посмотрим, сколько здесь. Мешок. На заказ у меня 5 килограмм. Килограмма есть. Я снимаю. Сын пришел, чай пьет. 3 килограмма есть. Надо еще ппшные готовить, наверное, с куриным мясом. Попробовать тоже налепить. Для себя я попробовала, сделала пополам. Куриное с говяжьим мясом. Ничего, нормально. Вкус понравился. Так. Ну что, мои друзья. Теперь будем замешивать тесто. Потому что теста у меня мало. Сейчас подключу уже эту аппаратуру к стабилизатору. Так, я уже смазала растительным маслом. Как я сказала, мыть ее нельзя. Я просто, ну, у меня же она каждый день в ходу в работе. Я просто сухой тряпкой, иногда щеточкой выгребу, прохожусь и ставлю туда на место, где всегда они у меня стоят, и накрываю просто полотенчиком. Все, чтобы не заржавело это все. Теперь тесто у меня 2 килограмма муки, литр холодной воды, столовая ложка соли, 5 столовых ложек растительного масла. Вот. Но в аппаратуру нужно сначала где-то 1,5 килограмма. Потом только уже досыпать муку. Ну, и вот так вот примерно. Включаем. Сейчас наберу водички. Так, соль.
Мои дорогие, я забыла, что снимаю, в принципе, да. Приготовила уже фарш. Значит, у меня тут килограмм говяжьего фарша. Ну, где-то 180 грамм, по-моему, было жира, добавила я сегодня. Обычно 150 добавляю, но сегодня чуть-чуть было больше. И полкилограмма лука. Соль, чайная ложка с горкой такой хорошей. Черный перец и красный перец. И вот новое тесто тоже я, как видите. И тот кусочек теста, который у меня оставался, я его тоже сюда вместе, когда уже тесто мяско у меня размешала. И вот теперь будем лепить дальше на мои пельмени. Ну, показывать это не буду, я просто иногда вот так вот буду к вам подключаться и буду с вами на связи, друзья. Ну что, да, мои дорогие, уже пора и обед мне готовить, и для себя, и для моих. Ну, короче, готовить обед. Сейчас я пока быстренько закину, как я сказала, у меня остались, когда я покупала на заказ печенку, вместе с печенкой купила и это. Ну, у нас это все, хотя и отдельно печенка продается, так поставила сковороду разогреваться. Желудочки и сердечки. Нарезать я их не буду, пускай вот так вот закину, помыла, и пускай у меня тушится. У нас вот мне писали девочки, что у вас там, ну, в России, наверное, да, и мои подписчицы, ну, я имею в виду из группы девочки, что у них, я хочу в воде, чтобы все-таки они были помягче. Для мальчиков, конечно, они бы и так прожарились, но потому что у нас еще и мама ест. Все, теперь я накрываю крышкой. Каспер зашел, да? Сразу посолю. У нас дешевые, друзья. Очень даже дешевые. Килограмм, вот где чистят кур, вот там, если покупать, они стоят килограмм только 70 рублей. Можете себе представить, насколько это дешево. А на рынке 100 рублей килограмм. Вот, и то дешево. А там мне писали, что за 108, за 250 или за 300 у вас они стоят. А у нас вот так вот дешево, поэтому, во-первых, они вкусные, во-вторых, они полезные, и в-третьих, они дешевые, получается. Раньше, да, даже вот говяжьи были раньше намного дешевле вот субпродукты, которые продавались раньше. Сейчас я переключу. Раньше вот говяжьи субпродукты тоже были дешевые. Они стоили намного дешевле, чем мясо. А сейчас они стоят то же самое, что и мясо. И, конечно, из-за дешевизны, чтобы, ну, как бы удешевить свой рацион, чтобы он был полезным и дешевым, сейчас его, конечно, не покупают, если только хотят там что-то из печенки, что-то из сердца говяжьего. Вот специально, например, я уже из говядины не покупаю субпродукты, если только мне не нужно, например, по заказу сделать печеночное что-то, да, печеночный тортик. И то я в основном, если иногда бывают такие вот предпочтения, что хотят именно из говяжьей печени, если. А так покупаю печень куриную. Она, во-первых, намного мягче и намного дешевле. Не знаю, почему они вот так вот. В чем политика этого всего, да? Почему? Например, я помню, что раньше у нас здесь, когда были бойни, вот люди ездили на этих бойнях, прям за копейки покупали, ну, в советские времена я имею в виду, халяльные, конечно, покупали вот субпродукты. Сейчас так нет. Так, пока пельмени оставила лепить, и хочу вам показать, что мне вчера прислала Танзила. Вернее, через Танзилу прислала ее подруга. И заодно я себе, наверное, сегодня, хоть оно и у меня и не в меню, которое мне дала диетолог, но у нас можно делать замены, лишь бы это было по весу, как мне нужно. Вот такую икру. Вот такую красавицу форель она мне прислала. Это свежая форель. Вчера я ее... Но она была выпотрошенная, просто я сняла чешую.
Вот такая вот красавица, свеженькая. И прислала еще отдельно кусок тоже форели. Как видите, вот таких 2 куска. Но она была одним куском. И вроде бы она ее посолила, но я поняла, что таким вот куском, вот так вот, она не просолится нормально. Вот такая она вот была. Я ее разрезала и досолила. Это тоже для моего правильного питания будет очень здорово. Она уже просолилась, но сегодня я ее не ела. Икра тоже, она сама солила, очень вкусная. Но она была полная баночка. Мальчики поели. Сейчас я хочу сварить себе уху из головы. Ну, мне можно 100 грамм мяса, да, вот у меня по рецепту 100 грамм курочки, чтобы была не в вареном, а в таком сыром виде 100 грамм курочки. Вот я, ну, чуть-чуть вот так вот с мясом, наверное, сделаю, потому что в голове, я не знаю там, сколько там будет, но голова небольшая, не как тогда, которую я варила. Вот, сейчас отварю, я очень люблю уху и очень люблю рыбу. Это у меня еще не жарится, а пока еще варится, можно сказать. Потом попозже, как только вода выпарится, добавлю лучок. Так, друзья, уха у меня варится. Нашинковала лук для желудочков. Накрошила себе винегрет. Ну, не в себе. Мы сейчас втроем дома. Джабраил приехал. Мама, я и Джабраил. Нам как раз хватит. Я заправила оливковым маслом. Горошек, правда, у меня с сахаром немножко. И огурчик. Но это ничего. Понемножечку можно. Ничего страшного. У меня был горошек зеленый без сахара, Танзила мне привозила. Но когда осталось без горошка и некого было послать, сделать заказ открыла, потратила. Так, это у меня оставались овощи, нарезанные вчера на продажу, когда салат делала. И там у меня, по-моему, в комментариях писали рецепт. Вы знаете, я как-то этот рецепт, можно сказать, делаю всегда на глаз. Примерно свеклы, примерно картошки, всего примерно. Вот так вот. Да, если честно, я очень люблю с квашеной капустой. Но сегодня, если успею, но вряд ли успею, потому что сейчас поступил заказ мант. Уже 4-й день хочу себе заквасить капусту, потому что она очень полезна. И рекомендуется на правильном питании, но не успеваю еще ее сделать. Буквально у меня там 1,5 кочана, сейчас 2 кочана было, но полкочана я уже как просто так на салат съела. Немножко надо заквасить. Все, салатик готов. Сейчас буду обедать. Правда, еще желудочки не готовы. Моя уха, наверное, готова. Я просто морковку и лучок туда закинула без картошки. Все варится, все жарится. Все парится. Вот, мои дорогие, мой обед. Как видите, он, в принципе, полноценный. Вот столько рыбки. И вот такая вот уха. Ну, я морковки побольше положила, потому что с овощами. Потому что и картошки мне нельзя, просто тут морковочка и лук. Но пахнет вкусненько. Такой вот салатик винегрет и пол апельсина. Вот мой обед. И, в принципе, от этого можно наесться. Как видите, если что, еще раз вам говорю, да, мне там пишут, что не обязательно быть на марафоне. Не обязательно. Но если мы на марафоне, когда мы работаем как-то уже с врачом, с диетологом, с кем-то, поддерживаем друг друга, мне кажется, все-таки немножко ты ответственность чувствуешь. Рука тянется что-то поесть не то, она сразу же, голова тебя сама себя одергивает. Нет, у тебя же отчетный день будет. Ты же не увидишь отвес у себя. И вот так вот я стараюсь. Действительно, нужно стараться, если вес большой, то, конечно, нужно стараться немножко хотя бы его скинуть ради себя, просто ради своего здоровья. Так, ну вот, друзья, я снимаю. Так, добавила много лука, как видите, и обед готов. Сейчас разогрею. Правда, сын не любит в микроволновке, когда я разогреваю.
спагетти у меня, может быть, просто в сковороде разогрею. А маме я все-таки поставила еще, для него нормально, он попробовал как раз. Маме вот несколько штук кинула на водичку сюда и довариваю, чтобы они были хорошо проваренные. Потом вместе с луком ей тоже дам. То у мамы зубов-то нет. Все, это все готово. Посолила, поперчила. Все, выключаем. Сейчас быстро с макарошками справлюсь. Ну вот, мои дорогие, пельмени я уже налепила, как видите. Видите, я их даже... Сейчас видно, интересно. Ну, тут у меня вот один ряд и еще сверху немножко. Вот тут вот в 2 ряда я... Видите, они еще чуть-чуть прихватились. Нет, здесь тоже 2 ряда. Тут 1 ряд. Сейчас быстро их поставлю в морозильник. Но я их вынула из морозильника. Просто последнее только что слепила. А дальше мне нужно делать вареники. Ну, уже я, наверное, ролик выпущу, потому что уже 5 час вечера. Пока я буду лепить вареники, уже будет ночь. Ну и вот, как-то так сегодня, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш тахалшу.